Здравствуйте, вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов, и в начале кадры дня. В Новый год с новыми законами. Возраст выхода на пенсию для мужчин увеличивается на 6 месяцев до 2026 года, а в последующие годы требуемый возраст будет соответствовать 65 годам. Как изменится жизнь россиян в 2017 году? Внимание и забота. Объект, который мы сейчас видим, для детей с особыми потребностями, потребность этого объекта была большая. В Чечне появится оздоровительный центр для детей с ограниченными возможностями. Захватывающий отдых. Впечатления непередаваемые. Красота гор, ни словами ее не передать, ни фотоаппаратами. Российские туристы осваивают горные вершины Чечни. В Куршевойской администрации произошли кадровые изменения. Нового руководителя сегодня коллективу представил Рамзан Кадыров. Здесь же глава Чечни встретился и с личным составом местного отдела внутренних дел, где напомнил о первостепенной задаче, стоящей перед правоохранителями – противодействии экстремизму. Ясмина Гацаева продолжит. Али Абдуллаев, которого сегодня глава Чечни представил коллективу Курчелоевской администрации, и ранее занимал эту должность. По словам Кадырова, опыт и знание всех проблем муниципалитета позволят ему вывести район на качественно новый уровень. Также глава региона представил заместителя главы муниципалитета Хизира Зайпулаева. Глава района Али заместитель Хизира по силовому блоку представителя Şu vallahi belki bu yüzden jüri onu spiyet var ne don. Ama haşade bu çanıda kalıyor işte onu. Daha az obalı ama yüz bir elma dakılan şeyi don. Yuhut onu şu hadaki terden dostul hal. Nahkiç sakıç don. Nahkiç mutsuz bu don. Şet yurda ditirdin dal khastam beş abiyeş bol nayah. Şebir khimaki niyoni ya üç don. Kır gerçek don. İmam şübey biz guri halah muallış bey turuk şübey dakdona nadar biz erdol biz erdona erbol dona hafta işte 102 takvine şey ne stoyla из них 8-3-4 сахабала хочу вин эти муски var İzeniyor şu humuştan tabii ki yaxşı şebeli dol yaşayasın yo haber dahi çatı düzel dona hiç başın hoş نیز نوبت تا دو هزار نیز ناموشون باشه واسه مشخصه داشتن. اولی تدریس سردان شجع ایدال داش یورته دیل ورانه بیتر داشته. هینتی به بوتال واسه دری بیشتری. دیش نه با مولنش با روش داد حالت شاید داشتانه. توی حالت تایید. گیرش مینش خود باش بور. اوگلی حال مولنش با ترکش با تیر با دری بیشتری ایدال اردال وامبی. حقيقة ياخد عاوش دول دعارة حوز حارها شو قد دون ولدي تلا أروين شوال تلا أروين بو عشرة داخ وين تروول طول هم ما تسدحشوا غير لك ليج غير لك ويساتان عدين ليج دين ويساتان سنة ويساتان سان هو أنا تديش نخي أتهل دون تيت أنا هل دون أطلع في قومنا بوصل الدنيا ما مخرب دون تشهد له يا دون شو شيء تين دول هم تلا Цәледерлояч, шозуледерлояч, кузуледерлоямартояч, диннаямартхилч, хайгоманаямартхилч. Несмотря на все усилия властей, в обществе время от времени появляются мелкие группы бандитов. Как отмечает Кадыров, это молодые люди, у которых только одна цель – повлиять на стабильность в республике. Прикрываясь идеей распространения истинного ислама, они пытаются посеять хаос и напугать людей. وأرجع لهم ذات بوك للذات في الأسفل. أهين حمارش هو يرجع دقي ماجك حجر شو دين زبالة بوش دير وران بات دير عم دين زبالة بوش تخديل دوش إيه داك شو داس دان خميش إيه داك ديل دوش دان نقطة سندان وش تعرفيش تعلمت بتشعزش تبتشع إسلام سيبسو دافعي زي دان هو دين دوش دان هو правила жизни ютش شيورت على دول هون سدا سو زاش شيورت ناخدان حوش كدار كالعرب وشيورت على دول هون سدا
Испокон веков в чеченском обществе действовали негласные законы, которые регулировали жизнь сельской общины или среди представителей своего тэпа. Человек, перешедший границы дозволенного, всегда подвергался общественному порицанию, тем более, если речь идет о таких преступлениях, как убийство. أجري على طريق رمضان ديش ناخي طرقش بأندان تقوم بحلوة أمير وبوسكي وحالاتك دان تاك سلم تدل طريق رمضان دان تاك سلم تدل دان بيتن دالك سرخ ظلم دالك سرخ دان تاك سويش تقوي سنوات زودي سنوات بير سنوات لا دان شو زودي بير لير داس ماكش لير دمات أنت داس دان ملي تخوي لير هو تخي شو عبش لير بوي خوش الصوز لنا دائم أيضا بلح دوتي خوش ميلدن هما خوش دeel dat en dat dat dan gaat het uur was heel dus dan oorlog waren wat dan best nu te reagen op elkaar we gaan biz خوارج تيري حق اللي dan ساعد بق ملخو يقدر دي نعبد تعويج السويس ذات اذا من ضري وانا حوج dan ja dat dan هو شنو بص ما ده غير ده دي وجه دي بوعه هو شوي شيء نشخي dan ومين شو حكي شو ده ديش نعبي اربول خلاص ده يقي ده والله وين شو dan و رمضان minister hoe gaan naar geëcht Zabers, lozers, biergstaan het wordt allemaal niet op die manier ik haal chalke er is er wordt weer een le boot met dat dunia وواحد بوخ بو القرآن تي سنة الشيء نشغله خوارج نشغله الشيء يشغله التروريست نشغله القوم مصر نشغله وواحد مصو أول إسلامский светский مصو правила жизни человека у нас есть основания я يشغل حول لبوج ديالوجي لفوق هو رأي ونح زعمو أصوب في دمانه هو رأي وندق على أس ليشنا هو رأي ونح تاندينا إيت أبلاتي شيت أبلاتي كيتش ينيش توصل على الغاوي ندق أس على جو كذا صار هنا تان نحبوش تا بيحبوش يتخزري نان على دقلي شو قال يتعايد بلاهوش تحاوش ميلتوش نان ليشي ناني نقصد ده صار يتمسكوا يني شيت تروح تقبل الواقع بالسنة ولا ليش هذا تعال لبوا براول يا تدان أنت عدان بريميري ودان دقي تعال خوشي دان دعابوش ما هو براول دان لبوا متدان. Здесь же на встрече Кадыров призвал всех в разы усилить профилактическую работу. Каждый житель региона должен осознавать ответственность за поступки членов своих семей, что ответить перед обществом придется как по законам, так и по чеченским адатам. السنة هذه شيء دوزل دولة ديز شيء دوزل دولة شو تسمى مكة أحد они не имеют права жить в Чеченской республике, среди народа Чеченской республики. Далее, как цить индусу, а я есть, echt не вы продать за das. Сюда, это масса. Первую очередь, да. И теперь хахилом, терлил, что мы умахка, да. مسألة ده إزمنين الشيء وقاعد дополнительный دون أويلو تريولو ما دون ناس حتى ألق يأخذ إنه حتى ألق ما دون إذا دون تريست ده ما سووا شيء كذا كذا فودنا ميل جميع يجي بروز شيء تكشر بوخي تبوا صو بروز شيء دون يا ده الشيء برواد كذا يا نراس материал была смерти из-за народ из-за справедливости порядка общества ده كذا سأقول عمل ولا عمل أساسا السن حالة مريضة دون بقوة أدمي داستان هو باقع دون برات وخلت أدمي دون ولا عمله ولا عشان داس تعدي برات دوش ده وسيد ببيض بس عشان بالون بالون داستان حاول على كدان هذا كمان دير بوخ داستان إزمنين شيء ده بالون شيء داستان كل بيزعل يزاس شوية نشتين بوخ هي تيسيتشراس أبو بيز تيسيتشراس هو قوي طبعا سدولة ويلك أنت سدولة ويلي يوقع عايد مش عايد صار حياة ليش ده وغصة بيتخطان ده المقلع اسدول دير دعنا وقتها وعطاك بوافات سخيات حرد بوافات سخيات شيء لو قديله يوج شيء يوقع حالة حياة ليش سدول ده حاجة روان هو نوخ شيء كل دان شيء واحد مش عايد يقول اللي حتى قاعد دان اسمع دول حاجة روش اسمع بقى ما بيغير ما بيغير اسمع ده خد ده يبجري يوصل بيت حافظ غالع بخيتك نوع يوقع بخيتك نوع مش عشان عايز يوقع يوقع خلاص طبعا شيل وشين ما غازل بده يوقع بس يوقع بخيتك نوع مو خلا أكثر ديت بخيت ليش تقوين دان يلو بدعوة عمل شنو رسي عمل شنو هوك عبوا بيجي منه شيء قاعد بنسي يسمع شنو بس هو بيسمع شنو مصر دان هم حقيقة ملك شنو تيجي بلا وملك شنو يوروبيا
Франция, Польша, закон, человеческих понятий нет там вообще. Бескультурно. Там жить это достоинство считается. А жить у себя дома, работать, создавать семьи, да, развивать религии, да, это оказывается, да, отступничество от веры, да. Какие мы интересы, да. Кто дёдер хабаки, зудхаяки, мальчик, представляете, дохничек, зудхаяки, хоть его еще, да, да. Муж не имеет права видеться своей женой, законной женой. Это, оказывается, газоват. Я не знал, я думал, что он рядом находится, обеспечит ей нормальную, достойную жизнь. Это я считал газоватом. Оказывается, поехать, разгуливать, как ты хочешь, это, оказывается, газоват. Берешь хадохи, лучше жалко, берешь хамула, почему ты не пьешь пиво, Мне родители не разрешают. Ох вы! Это у вас у себя дома в Чечне будет, командовать. Все, давай, хабу, и там отдельное место, и ты, конечно, мала можешь в клубе брешь. Шхун будешь мутаться, Европа, если не будет миграции, он не будет существовать. Пару десятков лет вообще не будет. Поэтому им такие нужны. На хабош раздают по семьям детей. Потому что у них нет культуры, нравственности. Оказывается, это джихад. А в России жить это отступничество от веры. У себя на родине строить десятки, сотни мечетей, расти десятки, сотни хафизов, строить дороги, больницы, школы, Оказывается, это отступничество. Вы ночью дин, шариат, тариат, Куран, суннат тоже. Вы ночью гилла, уллак, ях, дюнел. Вы ночью вы халват и яцел. Конституции, законы. Российской Федерации, законы Чеченской Республики. Кто не согласен с этим, пусть уезжает. Хохчуа, по этим правилам будем жить. Диннагиллак закон. Паспорт Конституции. Это выбор нашего народа. Играться не позволим. Хоры наши юрта болчан, hadis юрта ошкич, туркш имам, уческого юрта даадис масага. Her правило учил, так уезжайте домой. Ше юрта так халяч, но долго, имбахляч, но долго, юрт хой бос, милх юрта начиная с хуса юрта. Ше коло, ше юрта там хилчи, тхомадар хокка бос, ты будьте любезны, ше юрт долги, ше юрт хой долги. Вы мюршту хадизвай, вы дай мюршкал хадизвай. Уэлеш сахарчи тилур хозамна, он даже и ближ тук до хозамна. Гуш це гуш. Як таєк дон, малується язык дон. Так я беркати його, да баутулю. Сразу после глава Чечни встретился с личным составом отдела внутренних дел по Курчелоевскому району. В беседе с полицейскими он также призвал активизировать работу по противодействию терроризму и экстремизму. Ja, шериф, прикомандировать побесы, я дал. Это. И тюртон. Вот они сами наведут порядок. Что идеологически, да, идейно ардал на вас душу? Ах, юрта порядок есть. Масара арадал, ди набуса, дик бабля швегдан, хурдуэн. Активно ахвел швег, и значит идейно. У момота масара дош дала, идейно дан, арадал дан, лил швег. Юрта, дик бабля гушру, да. И вытеру, вот дан рапорт домой. Идейно, идеологически, да, настроен, аравел, вот нет аппарату, як аравел дан. И бьёхом ж дахалвел, вот так говорит, вишвас. Если он действительно дан, шама бог дел да аравел. И бьёхом считая, значит, мы на руках будем носить. Правоохранители обязаны владеть ситуацией в каждом населенном пункте. В стороне не должны оставаться старейшины, духовенство и жители, неравнодушные к судьбе своего народа. Эспина Гацаева, Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Министр внутренних дел Руслан Алханов провел совещание с руководителями органов и подразделений ведомства. Глава МВД отметил, что благодаря слаженной работе и бдительности полицейских в период новогодних каникул в регионе не зафиксировано чрезвычайных происшествий. Сотрудники полиции круглые сутки несли службу, охраняя покой граждан. По словам министра, правоохранителям необходимо и дальше активно взаимодействовать с местным населением, а также чаще проводить профилактические мероприятия с молодежью. Также Алханов подчеркнул, что сами полицейские должны быть примером для граждан во всем, в том числе и что касается внешнего вида. Тесную работу необходимо проводить с населением. Прошу озадачить руководителей отделов
чтобы они на местах приняли соответствующие меры. То, что мы можем, мы должны делать для того, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий. Безопасность населения нашей республики зависит от нас. С 1 января по старой уже традиции в России вступили в силу новые законы и поправки. Некоторые из них не всегда сказываются на жизнь россиян лучшим образом. Немалая часть изменений в законодательстве приводит к росту цен на те или иные услуги. Но есть и приятные изменения. Чего ожидать от Нового года, расскажет Луиза Хатуева. В этом году госслужащие, достигшие пенсионного возраста, могут не спешить покидать свое рабочее место. С 1 января в силу вступили изменения в федеральном законодательстве. Согласно поправкам, госслужащим увеличили пенсионный возраст. Для мужчин он составит 65 лет, для женщин – 63 года. Но расти он будет поэтапно. Возраст выхода на пенсию для мужчин увеличивается на 6 месяцев до 2026 года, а в последующие годы требуемый возраст будет соответствовать 65 годам, а для женщин до 2032 года. Возрастет и стаж госслужбы для получения специальной пенсии, причем таким же образом. Ежегодно к нему будет добавляться по 6 месяцев, пока не достигнет предельной планки в 20 лет. Чтобы им назначили по линии Минтруда как государственным служащим пенсию, у них должно быть 15 лет государственной службы. Работа у них должна быть 15 лет. Это до 2016 года было. А сейчас, начиная с 2017 года, 15 лет 6 месяцев по шариату, и каждый год 6 месяцев. И речь до 2026 года у них это пойдет. И в 2026 году, когда они будут уходить на пенсию, там 20 лет есть требуемый стаж для выхода на пенсию как госслужащим. Закон об обязательном медицинском и пенсионном страховании тоже претерпел изменения. Так, администрирование страховых взносов легло на плечи налоговиков. То есть, если раньше налоговый орган занимался только налоговыми поступлениями, то теперь они будут отвечать и за пенсионные, медицинские и социальные начисления. Для наших работодателей от того, что эти функции передаются в налоговые органы, ничего не меняется. Ставки остаются, тарифы остаются, администрирование выплат пенсионных, социальных выплат остается в компетенции того же пенсионного фонда. Мы только будем администрировать именно в части полноты исчисления и своевременности уплаты этих платежей. Такое нововведение позволит укрепить платежную дисциплину. Однако выплата пенсий и пособий по обязательному социальному страхованию, как и раньше, сохранится за пенсионным фондом и ФСС. С 1 января все страховые взносы должны уплачиваться на новые реквизиты банковские, которые открыты Федеральной налоговой службой. А также отчетность, начиная с первого квартала 2017 года, также должна представляться Федеральную налоговую службу Российской Федерации и в ее территориальные органы. Новый закон упростил процесс получения специальных средств реабилитации для льготников. Теперь инвалидные коляски, костыли, трости, путевки на санитарно-курортное лечение можно будет получить по месту проживания в многофункциональных центрах. До сих пор эти госуслуги предоставлял Фонд социального страхования. Это особенно важно для лиц, у которых ограничены возможности передвижения, также для лиц, которые находятся в отдаленных частях нашей республики. Изменения, внесенные в трудовое законодательство, мало обрадуют россиян. С Нового года болеть стало накладным. До сих пор сотрудник при наличии стажа работы 8 лет мог спокойно лечиться, не теряя в зарплате. Но кризис диктует свои условия. Полная оплата больничных листов будет производиться только в том случае, если человек проработал на предприятии минимум 15 лет. Если меньше, выплатят 80%. А если нет и 8 лет, то только 60%. Однако новая система заработает и не сразу. Она внедряется поэтапно. То есть к июню 2017 года к трудовому стажу добавится год. Через 6 месяцев еще 1 год. И так далее. Планка в 15 лет будет достигнута только в 2020 году. Кстати, пособия по временной нетрудоспособности могут стать электронными. Уже несколько регионов Российской Федерации, а именно город Москва, Белгородская область, Астраханская область уже участвуют в пилотном проекте по внедрению электронного листка нетрудоспособности. И на основе тех данных, которые будут получены в результате обкатки, будут производиться внедрение электронного листка нетрудоспособности и по всей территории Российской Федерации. Это намного упрощает работу как работодателю, так и застрахованным лицам, и в том числе и нам. Но
если вы все же берете выходные только не по причине болезни, а для отдыха, то тут государство идет вам навстречу. С этого года ужесточили меры наказания туроператорам, которые будут некачественно предоставлять услуги. На них будут налагаться штрафы. Сумма штрафов зависит от конкретных нарушений. Раньше порядок штрафов был другой, то есть они носили зачастую очень условный характер, который не являлся критичным или серьезным для крупных туроператоров. Новые правила призваны наладить работу в отдельных сферах, чтобы год огненного петуха стал успешным и запомнился достижениями. А вот результаты нововведений станут известны только к концу 2017-го. Луиза Хатуева, Расул Арцухаев, Джамалейл Хаджалиев. Новости. В Чечне скоро появится оздоровительный центр для детей с ограниченными возможностями и лагерь на 500 мест. Помощь в реабилитационном центре смогут получить одновременно более 100 детей. Для эффективной работы здесь создаются все необходимые условия. С ребятами будут работать высококвалифицированные специалисты. Луиза Баснукаева продолжит тему. Окраины Сержиньюрта. 4-й месяц стук молотка нарушает привычную природную тишину этой местности. Уже возводится 2-й этаж детского оздоровительного центра для детей с особыми потребностями. Капсула была заложена главой республики в начале ноября. С тех пор работы не останавливались. Подобного реабилитационного центра в республике до сих пор не было. Раньше особенных детей, которые страдают, например, аутизмом, на реабилитацию приходилось вывозить в другие регионы. А в этом комплексе смогут помочь более 100 ребятам. С ними будут заниматься психологи и учителя. Неподалеку строится и детский лагерь на 500 мест. Уже готовы 6 домиков из натурального дерева. А еще здесь будут своя мечеть, бассейн, спортивный комплекс и летний театр. Сюда могут приезжать на отдых также из соседних регионов. Как мы все помним, в былые времена здесь не только с Советского Союза, даже с соцстран приезжали сюда дети, отдыхали. Потребность этого объекта была большая, потому что в нашей республике, к сожалению, много детей с заболеванием аутизма и подобного плана. А такого плана центра у нас в республике не было. И было обращение родителей этих детей на имя главы Рамзана Ахмадовича. После их обращения Рамзану Ахмадовичу было дано поручение подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию и начать строительство центра и заложить здесь все необходимые условия для того, чтобы эти дети получали всю необходимую помощь, в которой нуждаются эти дети. Днем и ночью здесь работают около 60 строителей, чтобы детский центр и лагерь открылись вовремя, уже этим летом. Когда строительство закончится, здесь будет более 500 рабочих мест. На данном оздоровительном комплексе предусмотрен лечебный блок, где будут дети лечиться, проводить индивидуальные занятия. Кроме того, спальный корпус, в котором непосредственно дети будут находиться вместе со своими родителями. Здесь административный блок и пищевой блок. Общая площадь здания 5665 квадратных метров. Специалисты говорят, что комплекс расположен в очень удачном месте, ведь дети смогут наблюдать за дикими животными, например, оленями. Напротив находится заповедник. Сейчас строители делают вокруг него ограждение. Луиза Баснукаева, Магомед Мударов. Новости. В Грозном прошел первый гражданско-патриотический слет всероссийского общественного движения «Волонтеры». В республику приехали молодые ребята из разных регионов Северного Кавказа. По их словам, главная цель – это обменяться опытом. Уже сейчас волонтерское движение подписало двустороннее соглашение с чеченскими вузами. Подробности у Элины Дадаевой. В этом зале собрались люди, которые все свое свободное время тратят на то, чтобы помочь ветеранам войны. Прибраться дома, очистить огород, принести продукты. Даже поддержание памятников в чистоте и порядке – это и их заслуга тоже. Сотни выездов, а значит и сотни добрых дел каждый год, чтобы выразить благодарность тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Приветствовал участников министр Чеченской Республики по делам молодежи Иса Ибрагимов. Хочу поприветствовать всех сегодня наших гостей, которые приехали, и непосредственно руководителя общественного движения «Волонтеры Победы» Ольгу Николаевну. Спасибо большое за приезд, а также моих дорогих коллег, которые сегодня пришли поучаствовать в таком первом слете движения волонтеров, «Волонтеры Победы», которые вносят огромный вклад и которые помогают в всяческом содействии, оказании помощи нашим ветеранам, которых на сегодняшний день осталось очень мало. И такие движения волонтеров, я думаю, что они в дальнейшем принесут большую пользу для нашего общества и сплотят нашу молодежь вокруг
целеустремленных людей. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» существует уже второй год. На этой встрече более 150 человек. Это молодые люди, которым от 18 до 30 лет. Они собрались, чтобы обменяться опытом, рассказать друг другу о том, что сделали в прошедшем году и что будут делать в этом. Магомед Гусайханов, волонтер из Дагестана, участвует в движении со дня его основания. Раньше тоже помогал нуждающим людям, поэтому это как бы творит добро, добровольчество. И к волонтеру Победы то же самая история, напоминание, там, что наши предки защищали наши земли, воевали, чтобы никто не смог поменять историю, чтобы всем напоминать, рассказывать. Чисто для этого решил продолжить свою волонтерскую деятельность. И я очень рад, что волонтеры Победы создали всероссийское общественное движение и начали этим активно заниматься. Руководитель движения Ольга Амельченкова и ректоры ведущих вузов Чечни подписали сегодня двустороннее соглашение. С этого дня решено, что региональное отделение волонтеров Победы и чеченские вузы будут сотрудничать. Это делается для того, чтобы воспитать гражданско-патриотическую молодежь. Также будут созданы общественные центры. Благодаря им волонтеры смогут собираться и решать вопросы эффективнее. Сегодня волонтеры Победы – это самая крупная молодежная организация, которая сохраняет историю подвига разных народов страны. Это те люди, которые искренне гордятся героизмом предков. Элина Дадаева, Марха Ахмадова, Джамал Эль-Хаджалиев. Новости. Эстетическое удовольствие и чистый горный воздух. Одним словом, все для полноценного зимнего отдыха. Туристическую базу Кизиной Ам посещают все больше туристов из разных регионов страны и зарубежья. Очередная группа из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Москвы и Великого Устюга приехала в Чеченскую Республику, чтобы опробовать новый для региона вид зимнего отдыха – катание на снегоходах. На месте побывала и моя коллега Залина Атаева. Здесь, на высоте более 2000 метров над уровнем моря, любители езды на снегоходах покоряют чеченские горы. Снег и свежий воздух – это все, что необходимо для того, чтобы получить драйв и удовольствие. Группа уже второй раз встречает Новый год в Чечне. Впервые туристы приехали под занавес 2014-го и, по всей видимости, влюбились в Чечню. Гости любят активный отдых и ведут здоровый образ жизни. Им не лень захватить с собой в путешествие квадроциклы летом и снегоходы зимой. Ведь главное… Впечатления непередаваемые. Красота гор, ни словами ее не передать, ни фотоаппаратами сильными. Просто супер, но таких гор нет нигде, такой красоты нет. Во многих горах был, эти горы добрые. Они не злые, они добрые, они красивые. Впечатления самые яркие сложились. Я надеюсь, что мы к вам приедем еще много-много-много раз. Впечатления самые яркие, самые красочные. Приехать сюда обязательно приедем. Надеюсь, может, даже и на квадриках возьмут меня с собой. Людей будем зазывать сюда. Горы прекрасные, погода отличная. Склоны надо съесть, покорять нам. Этот вид отдыха и туризма только набирает популярность в Чечне. Однако гости считают, что для его развития в регионе есть все необходимые условия. Здесь весь потенциал есть, туристические базы есть, инфраструктура уже создана. Осталось сделать небольшой шаг, чтобы здесь было много-много туристов. Поддержку в организации тура оказало Министерство по делам молодежи. Катаемся на снегоходах, впечатление просто не передать, эйфорию. У нас есть отличные условия, чтобы такой поток туристов именно на снегоходах, летом даже на квадроциклах, чтобы они приезжали и катались на удовольствие. Хотел бы выразить благодарность главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за поддержку инициативы, за предоставление техники, на самом деле, для того, чтобы первая группа туристов, которая приехала в Чечню, смогла посмотреть эти места, потому что я эти места хорошо знаю, я их провел, показал потенциал, показал возможности этих гор. Снега здесь достаточно, его хватает, сезон только начался, до марта есть еще 3 месяца. Тут еще кататься и кататься. Туристов, я думаю, что с каждым разом будет прибавляться. Климатические условия и увлекательные маршруты делают Чеченскую Республику привлекательной для туристов. Более того, для местного населения нет необходимости выезжать за пределы региона, чтобы провести прекрасные выходные. Залина Атаева, Мансур Сааев, Расул Мусаев. Новости.
Солистка ансамбля «Даймох» стала лауреатом Гран-при на 15-м международном многожанровом фестивале-конкурсе «Рождественские святки». Он прошел в городе Сочи. Участие приняли творческие коллективы из регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Главная цель, по словам организаторов, это возрождение и сохранение национально-культурных традиций и выявление талантливых исполнителей. С победительницей пообщалась наша съемочная группа. Букеты цветов, разноцветные шары. Так солисты государственного ансамбля песни и танцы «Даймох» встречают победительницу. Среди множества конкурсантов со всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья первое место в номинации «Народный танец» жюри присудила участница из Чечни. Победу Залине Амаевой принесло исполнение танца под названием «Лай-Азии». Мы готовились очень серьезно. Конкурс хороший, серьезный, интересный. Очень много было конкурсантов. Таланты нужно поддерживать. Она очень талантливая девочка. Я надеюсь, что у нее огромное будущее. В 2017-м это первая наша победа. Я надеюсь, это не последняя. Девушка исполнила и другой номер «Аминат». По ее словам, он тоже был нелегким. Она готовилась не одну неделю. В своих танцах я хотела передать всю красоту обычаев и традиций нашего народа. Все после концерта подходили, всем очень понравился мой номер, оба номера понравились, подходили, спрашивали, кто ваш педагог. Очень профессионально у вас педагог, мне говорили. Залине 15, 12 из которых она посвятила ансамблю «Даймох». Половину своей жизни я провела танцуя, так можно сказать, что танец – это моя жизнь. Я хочу поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и министра культуры Ходжбауди Буаровича Даева за их помощь и поддержку. Эта победа не первая в танцевальной карьере девушки. В 2016 году на международном фестивале имени Махмуда Исамбаева в одной из номинаций она была признана лучшей среди более чем 100 артистов со всего мира. Тогда, как и на этот раз, она выступала в своем любимом платье. Одно из моих любимых платьев. Именно в этом платье я выступала на фестивалях. На фестивале «Рождественские святки» и на фестивале имени Махмуда Исамбаева. В школе Залина учится на отлично. Это при том, что репетиции у нее каждый день. Длятся они по несколько часов. Говорит, немного устает, но свое дело любит и точно знает, кем хочет стать в будущем – хореографом. Наверное, поэтому любую свободную минутку и дома она отдает танцам. Хавая Дива, Халид Бусаев, Луиза Юнусова и Зелим Закаев. Новости. Таким был день. Спасибо за внимание и до завтра.